когда издание побеждает. Это признание нам, ну, по крайней мере, на уровне нашей страны. И это вам отдельно спасибо. Спасибо большое. Оксана сказала очень добрые, хорошие слова. В адрес музея меня лично спасибо. Это я хочу сказать, что работа музея не только я одна работа, это работа коллектива. Вот эти каталоги, вот эти выставки, экскурсии, вот работа с посетителями. Это все наши замечательные сотрудники. Да, при Сергее Ивановиче у нас было 10 человек в музее, сейчас у нас всего 4. Одна вот Татьяна Альбертовна там на вахте, как говорится, и вот мы втроем, больше никого нет. Но мы стараемся темп работы не снижать, хотя это, честно говоря, сложно, и сотрудники чувствуют эту напряженность, но тем не менее. Спасибо большое, Александр. Дорогие друзья, я с удовольствием еще предоставлю слово. Вот, например, Нина Петровна что-то хотела сказать. Судя по тому, что у меня в руках. Да. Я очень Добрый день всем. Я маленькое отношение пока имею, небольшое отношение к музею, хотя работаю в своем школьном музее уже достаточно долго. Я возглавляю музей 12-й школы, школьный музей. Но не о нас сегодня речь. Я просто не могла отказать моей маме в ее просьбе прийти сегодня, потому что я безмерно ей благодарна. И, во-первых, я восхищаюсь этим музеем. Мы приходим сюда с ребятами, мы приходим здесь на конференциях республиканских, очень часто здесь они проходят. Да? Атмосфера действительно удивительная. И сейчас я приводила шестиклашек своих активистов музея, и они мне говорят: ну, вы даже не знали, что есть такой музей, а давайте мы еще придем. Им так понравилось. Мы были всего час здесь, а они говорят: нам показалось, что вы только зашли и вышли. Мне, конечно, очень трудно представить, как можно вчетвером вот такую огромную работу проводить. И я, конечно, безмерно благодарна и лично моей маме, потому что когда нам мы тоже аттестуемся в школьный музей. Когда нам надо было аттестоваться, там должен проверить нас был представитель музея. Моя мама пришла, все посмотрела, все подсказала. Все это было так приятно, а еще особенно приятно то, что, конечно, у нас музей небольшой. Самое ценное, что есть в нашем музее, не те раритетные вещи какие-то, не те материалы, которые хранятся в архивах, а то, что у нас хранится память о наших замечательных педагогах и наших замечательных выпускниках. Их у нас очень много. И вот мы с Майей Ивановной, мы, как говорится, знаете, грубо если сказать, мы сели немножечко на шею Майи Ивановны и едем, потому что такие замечательные издания, которые выходят вот здесь, от Петровны Бобраковой, которая наша выпускница является, у нас есть о Леониде Трофимовиче Рассокине, у нас есть об Александре Григорьевиче Порошкине, об Ингрисе Васильевиче Козлове, у нас теперь есть о Евгении Александровиче Трошине. Это все наши выпускники. И нам, конечно, таких изданий, вот таких обобщений самим не осилить никогда. А сейчас ребята с таким удовольствием смотрят, работают с этими изданиями, какие-то свои исследования проводят. Поэтому, Майя Ивановна, огромный вам низкий поклон и огромное спасибо за вашу помощь, за ваше это подвижничество. Всем сотрудникам музея, конечно же, спасибо. Я долго говорить не буду, я могу говорить очень много. Мне, конечно, тоже очень что-то подарить музею, я посмотрю. Материалов у нас много. Не из музея, конечно, там нельзя уже брать личный, да? Майя Ивановна, спасибо вам огромное за все. И тех, кто присутствует в зале, имеют отношение к музею, хочется поздравить с замечательным днем, который приближается, днем музея, потому что без музея невозможно. Астафьев сказал, что музей это посох, на который мы должны опираться.
потому что это великое дело. Спасибо вам, Майя Ивановна, огромное, о процветании вашему музею и удачи всем. Спасибо большое. Я вот так. Спасибо. Это вам Сейчас снова мечтает о ремонте крыши, потому что у нас снова Я вот стала сюда крыша. положу. Не успела сказать при ректоре.